В поселке Верхний Бестях работники Хангаласского участка филиала Коммунтеплосбыт провели рейд по адресам проживания неплательщиков за коммунальные услуги. О результатах рейда расскажет Виолетта Засимова. Когда граждане перестают платить по счетам за жилищно-коммунальные услуги, к ним выдвигаются с рейдом взыскатели, представители Коммунтеплосбыт, сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. К мероприятию по взысканию дебиторской задолженности подключилась также управляющая компания «Бюджетник», действующая на территории поселка Верхний Бестях. Сформировали реестр квартиросъемщиков, которые задолженность имеется свыше 3 месяцев. На основании этого реестра подготовили уведомления с нашей стороны. Также со стороны бюджетника уведомление на ограничение услуг. С нашей то, что квартиросъемщик в течение 3-10 дней должен подойти урегулировать вопрос. А со стороны бюджетника уведомление, что если они в течение 10 месяцев, в течение месяца не подойдут к нам, данный вопрос урегулировать, будет ограничение услуг, в числе от канализации. Будем применять зонд. В случае, если человек находится в трудном финансовом положении, например, потерял работу, он может встать на учет в Центр занятости по месту жительства, подойти в свой участок Коммунтеплосбыт и заключить договор о реструктуризации долга. Некоторые квартиросъемщики просто, как говорится, забывают оплатить. Как мы уведомления приносим, они уже даже в этот же день после вручения приходят и оплачивают. А есть такие квартиросъемщики, которые не оплачивают в течение долгого времени. И по истечении 10 дней мы подготавливаем документы и передаем дела в суд. Как выяснилось, копят долги в основном 2 категории граждан – представители неблагополучных слоев общества и, парадокс, вполне обеспеченные люди, имеющие стабильный заработок, а иногда и свой бизнес. Самыми же стабильными в плане оплаты за жилищно-коммунальные услуги являются пенсионеры и работники бюджетной сферы. Виолетта Засимова, Иван Уйгуров, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.